Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы». В Уфе у микрофона Елена Черкова. Это программа «Персонально ваш». И «Персонально ваш» сегодня политолог Станислав Шкель. Станислав, я вас приветствую. Да, добрый день всем. Мы в прямом эфире работаем. +7 927 304 10 51. Номер для ваших смс-сообщений. Сообщений в Телеграм. Пожалуйста, не забывайте подписывать ваши смски. И трансляция в Ютубе, в Фейсбуке у нас запущена. Нас там можно смотреть. Давайте начнем с темы, про которую мы немножечко последние дни забыли, но не стоит, наверное, ее забывать. Это приговор по делу Башкорта. Суд наш Верховный признал организацию экстремистской. Но вот что интересно, у нас за последние годы огромное количество организаций, огромное количество приговоров именно по этой статье по экстремистской вынесено. И вроде как в России уже никого не удивляет, что кого-то в очередной раз признали экстремистом. Но вот это дело почему-то называют выделяющимся из общего числа экстремистских, так скажем, в кавычках, дел. Почему? Мне кажется, что вообще спасибо за вопрос. Я вот тоже сегодня, конечно, хотел поговорить насчет вообще организации Башкорта, этого дела, потому что мне кажется, что многое об этом уже сказано, но некоторые вещи, мне кажется, вот требуют еще осмысления. И вот я на самом деле сегодня хотел бы посмотреть на это все с другого фокуса, потому что мне кажется, что уже много сказано, и в целом, вот я думаю, что обозначились позиции, и тут смысла нет, да, кого-то переубеждать, как бы действительно ли, значит, это экстремистская организация или нет, то есть вот есть разные позиции, и понятно, почему они такие, и тут вот от моего мнения ничего не зависит, эти люди останутся все при своем, да, но вот действительно все-таки, я думаю, что очень правильно вы заметили, что вызывают вопросы, тут, наверное, могут быть разные ответы, мой ответ такой, что эта организация действительно в череде вот как бы, да, других национальных башкирских организаций очень сильно выделяется. Она другая, она достигла очень значимых успехов, как бы, да, вот сравнительно. И главный ее успех – это все-таки популярность, да, и, понимаете, назвать… Вот я считаю, что, конечно, вот это решение, оно, с одной стороны, власти думают, что они решили тактический вопрос, да, и подавят вот организационные ресурсы этой организации, но, с другой стороны, они создали этим проблему, потому что понимаете, вот если, то есть, действительно очень трудно убедить людей в том, что Башкорт – это организация экстремистская именно в силу популярности, потому что если это так, то получается, я думаю, что десятки тысяч, да, башкир, оказывается, ошибались, как бы, да, и, оказывается, они симпатизировали этой организации, которой теперь, оказывается, симпатизировать нельзя. Более того, мне кажется, одна из особенностей этой организации в том, что ее деятельность… это вот отдельный вопрос, почему, я тоже хотел бы об этом поговорить, но действительно результатом ее деятельности стало то, что не башкиры, татары, русские, люди других национальностей, я не скажу, что прям симпатии, но как бы это, наверное, первая башкирская организация, которая получила какое-то сочувствие и в общем, какое-то определенное понимание, как бы, да, что они делают, зачем делают и так далее. То есть, вот на самом деле ведь там протесты, да, против разработки Куштау, они объединили не только башкир, но к этому движению присоединились очень широкие слои населения. И вот получается, что вот эти все люди разных национальностей оказались обманутыми, получается, да, то есть получается небольшое, значит, число элиты, значит, и там, не знаю, судебная система права, а вот эти вот десятки тысяч людей, оказывается, ошиблись. Вот я думаю, власти будет очень сложно убедить этих людей, что не ошиблись, и я боюсь, что эффект может быть иной. Может быть эффект такой, что эти люди на самом деле и так раньше не особо доверяли судебной системе. Теперь как бы для них станет вообще очевидно, да, что суды в России работают сугубо не на верховенстве права, а на силе, как бы, да, то есть прав тот, кто сильный, а не закон. Да? Вот один из выводов может быть такой. И я думаю, что вот многие усилия власти, вот мы видим, да, наши власти в республике, вот они себя позиционируют как все-таки такие либеральные, там вот… Современные очень. Какие? Современные очень. Современные, да, то есть такие, значит, вот, Ростислав Мурзагулов, вот это такой, я думаю, значит, вот характерный, да, персонаж, который
очень сильно отличается, да, вот от такого образа чопорного чиновника, вот это вот, значит, легкомысленный вид, модная прическа, вот эти вот хипстерские всякие прибамбасы, и, значит, Ради Хабиров тоже его, да, как бы вот информационная повестка в социальных сетях тоже все-таки позиционирует как такой человек, который может пошутить и так далее. То есть вот создается такой образ гламура, но вот и в этот образ легко поверить, вообще это достаточно эффективно и успешно было, но вот мне кажется, что вот такие как раз решения подрывают, и многие люди, мне кажется, вот могут как раз увидеть, что это всего лишь ширма, за которой скрывается гламурный, но все-таки авторитаризм, который не терпит инакомыслия, не терпит иной точки зрения и не готов дискутировать и доказывать это публично, а борется с этим вот такими вот на самом деле репрессивными мерами, как бы, да. И вот, мне кажется, это вот, во-первых, та проблема, и поэтому та история, которая не закончена, и это как бы вот обоюдоострый меч для власти, и я поэтому считаю, это не самое правильное было решение. Я бы вот так ответил на этот вопрос, почему, собственно, у многих людей такое удивление, сомнение, и вот эти дискуссии, почему они продолжаются. Вот вы говорите, да, люди увидят, что это такой под лицом гламура скрывается на самом деле просто авторитарная и довольно привычная для нас власть. А что дальше-то? Увидят. И что изменится? Понимаете, вот любая власть, какая бы она ни была, ей всегда нужно доверие. Это то, что называется легитимность, да, то есть, что власть мудрая, что из всех возможных как бы персонажей, из всех возможных игроков сегодняшняя власть наиболее мудрая, альтернативы нет. Вот если у людей начинаются такие сомнения, то да, эта власть, пока она имеет возможность там прессовать, да, она существует, и доверие это не нужно. Но когда наступают кризисные вещи, вот такие, как, допустим, пандемия, экономические кризисы, которые вот на самом деле теперь все видят, да, не исключены, вот в такой ситуации, понимаете, при ослаблении власти начинают появляться другие игроки. Вот если вы как бы в такой ситуации находитесь, и к вам уже доверия нет, вы эту вот легитимность, вот это доверие потеряли, это действительно становится очень проблемно. И поэтому, конечно, любая власть, на самом деле, вот, они же не случайно пытаются создать такой образ, да, потому что это мало дать решение. То есть любое решение, которое исполняется чиновниками, оно исполняется легче, если есть отдача снизу, если есть доверие. Вот если его и нет, начинается сопротивление, начинается равнодушие, начинается критика, как бы, да, и тогда вот эффективность системы падает. Поэтому это вещи на самом деле, вот они абстрактные, не каждый человек их видит, но реально в кризисной ситуации это играет, или там при наличии какого-то оппозиции более сильной, да, это играет очень важную роль. Вот если вы не против, я бы хотел продолжить. Вот на самом деле мне очень интересно вообще вот этот феномен башкорта. Я хотел бы посмотреть на это по-другому немножко. Мне кажется, вообще очень любопытно то, что вот мало кто замечает. А почему вот действительно именно эта организация стала столь популярной? Почему вот этот успех, он основан на чем? Прежде чем мы будем говорить вот дальше об этом, да, вот я хотел бы сразу, может быть, сделать такое отступление, но оно очень важное, чтобы как бы меня слушатели просто понимали. Конечно, когда мы говорим о национальных движениях, о национальных организациях, мы должны использовать такой термин, как национализм, потому что, национальная, нация, да, и так далее. И я вот сразу хочу сказать, что мне кажется, вот, чтобы реалистично понимать, вот, что происходит, мы должны прежде всего, ответить на вопрос, что такое национализм. Вот у нас в российской традиции, за счет советской традиции, под национализмом всегда понимают что-то плохое. Я вот сейчас дальше рассуждая, буду этот термин использовать в нейтральном смысле. То есть на самом деле, я утверждаю, и на самом деле в этом уверены большинство социальных ученых, что мы живем в современном мире, в котором работает именно логика национализма. То есть в этом смысле мы все, большинство людей националисты. Есть не националисты, но это скорее исключение из правил. Что такое национализм? Да, у нас в российском дискурсе взамен национализма часто используется термин патриотизм. Но патриотизм, видите, это все равно термин, который насыщен чем-то хорошим. Шовинизм – это действительно идеология, которая ставит какую-то одну нацию выше другого. Это что-то плохое. Поэтому социальные ученые выбрали термин национализм, который означает всего лишь
принцип политический, который настаивает, что государства должны строиться на определенных основаниях. И эти основания, принцип построения государства главный, это что... То есть принцип национализма – это утверждение о том, что культурные и политические границы должны совпадать. Вот и все. К этому можно относиться по-разному. Кто-то согласен с этим, да, но я вот вообще вот сейчас, вот говоря об этих вещах, вообще хотел бы не говорить в терминологии добра и зла, там, хорошее и плохое. Я отношусь к этому нейтрально. Вот есть такой принцип. И нравится это кому-то или нет, но вот современный мир построен именно на этих основаниях. То есть вся территория Земли сегодня разделена на 200 примерно государств, которые называются национальными. Они разграничены по национальным границам. То есть, условно говоря, какая-то есть в любом государстве доминирующая культура, соответственно, с государственным языком, и вот именно это становится контуром одного государства от другого. И поэтому, если вы имеете симпатии и вообще не выступаете против такой структуры, вы националист. То есть, если вы... Это не плохо, не хорошо, вот это просто факт, да? То есть, если вы говорите... Я иногда такое слышу, и мне как бы немножко смешно, что человек говорит, я не националист, я интернационалист, но вот эти татары что-то против башкир имеют. Вот если как бы вы, для вас как бы, да, башкиры, как всегда некая культура, татары, да, как нация, ценность, и вы как бы защищаете интересы, значит, вы уже как бы в этом, в логике национализма. И на самом деле вот весь мир у нас структурирован именно так. Не случайно мы говорим о национальных интересах, а организация самая известная международная называется Организация Объединенных Наций, да, и в этом смысле вот социальные ученые поэтому и говорят, что ну, национализм это вот просто такой принцип, да, построения государства, который оказался наиболее мощным, доминирующим сегодня. Это было не всегда. На самом деле, вот то, что мы сейчас наблюдаем, всего лишь имеет там не больше 150 лет. На самом деле, большую историю человечества прожило в империях, где границы разделялись не по национальным признакам, а по династическим. Вот раньше вы присягали царю и служили, да, и неважно было, какой вы нации, да, и государю неважно было, на каком его подданные говорят языке. Часто сами государи, как Екатерина II, говорила совсем не на русском языке. Вот это было совсем другая логика, да. Сегодня, если мы говорим, вот кто не националист, да, есть как бы проекты иные, да, но которые вот оказались несостоятельные. Есть проект, например, построения государства на основах религии, например, вот панисламизм, да, вот они говорят, мы должны забыть, что вы азербайджанцы, турки, там, башкиры, давайте просто создадим исламское государство. Или панславянизм, да, вот говорят, давайте забудем, что наши национальные там корни, украинцы, русские, белорусы, какая разница, давайте мы создадим единое государство. Вот это, конечно, логика иная, да, вот, но люди, которые вот действительно всерьез борются вот за такую, ну, я думаю, все согласятся, они в меньшинстве, а в целом все вот это приемлят. Есть там, можно вспомнить марксизм, который считает, что в основании государства должны быть классы, а не нации, да, это тоже проект оказался неэффективным, да, и так далее. Так вот, когда я говорю национализм, еще раз, да, я говорю лишь вот об этом принципе, и все, без знаков хорошо, плохо. Теперь, что важно теперь, прежде чем мы перейдем к обсуждению вот проблем, которые есть в России и по поводу национализма, как только... Дело в том, что, смотрите, все национальные государства, которые мы видим, они возникли после... Вот не было никакого плана, да, то есть это... Трансформация из империи в национальное государство шло через революции, через вот, как бы хаотичный распад этих империй. И вот возникли эти национальные государства. И был провозглашено, собственно, вот, приоритет какой-то нации. Проблема в том, что поскольку это все было хаотично и без плана, все эти 200 государств включают в себя также еще и другие этнические меньшинства, которые как бы не отличаются от доминирующей культуры и, соответственно, ну, в общем, они имеют другую культуру. Но при этом они не имеют своей государственности. Но я сказал, что любой национализм, на самом деле, он пытается защитить свою культуру, и рано или поздно националисты понимают, что самая хорошая защита – это все-таки создание какой-то политической единицы, да, какой-то политической вот именно структуры, государственной структуры, которая бы позволяла защищать их культуру, делала их государственным, язык государственным. Да. Вот без этого, на самом деле, выжить, вот, защитить язык очень сложно. И вот поскольку вот весь мир стал трансформироваться, то есть государства стали национализироваться, начались вот эти трения, начались вот эти этнические проблемы. Вот это интересно, да, но вот на самом деле вот все вот наши этнические проблемы, кажется, что они такие древние. На самом деле, если вы посмотрите на всю историю человечества, вы не увидите вот до где-то 19 века реальных войн, связанных с этническим геноцидом, да, и так далее. Вы увидите там религиозные войны, да, крестовые походы, вы увидите династические войны, но нигде как бы этнических расприй не было. Вот империя, на самом деле, ну вот по причинам, наверное, понятным, по которым я говорил, она была очень терпимой.
недопустимо много культуры, и поэтому империя легко расширялась, там, да, включала разные народы, но вот как только империя исчезает, а что это значит? Это когда рушатся монархии. Вот когда французы обезглавили Людовика XVI и подняли его голову после гильотины, да, встал вопрос, кто теперь власть? Раньше все было понятно, династии, а теперь ответ уже был. Уже как бы там французские мыслители уже давно написали книги, где, собственно, властью теперь обозначался народ. Но что есть народ? Вот здесь понадобились границы, да, то есть, получается, конституция, это потребовало уже вот такой культурной унификации, да, кто входит в народ, а кто не входит. Получается, что в народ определялся как граждане, граждане это те, кто как бы владеет вот именно государственным языком и так далее. И вот тут начались распри, потому что наряду, допустим, с французами, как вы знаете, во Франции были, вот Александр Дюма, наверное, «Три мушкетера» все читали, там был Д'Артаньян, который был не совсем француз, он был гасконец. И вот с гасконцами, и вот тут возникла две стратегии, да, что с этим делать. То есть вот есть французы, там франки, да, как доминирующий этнос, но есть еще малые народы. И тут как бы было два пути. Либо повести политику унификации, и, например, в плане гасконцев это сработало. То есть действительно гасконцы, они были аграрные и, в общем, менее развитые. Для них, в общем, было престижно приехать в Париж, там, да, служить там при дворе и стать французом. Для них стать французом означало значит, социально статус увеличить. И поэтому они, в общем, не очень-то и стремились защищать свою гасконскую культуру, и поэтому вот ассимиляция легко произошла. То есть вот эти национализирующие государства начали проводить вот такую политику. Но натолкнулась это на проблему, когда, собственно, появились вот среди вот этих вот... То есть появился вот то, что я бы назвал, то, что другие исследователи называют официальный национализм, да, или патриотизм, да, который вот требовал, что вот, да, вы можете иметь какую-то другую культуру, но лучше как бы вы интегрируетесь, изучаете нашу культуру, и тогда у вас будет карьерный рост. Да? То есть, по крайней мере, вы должны признать доминирование нашей культуры. Да? Вы можете сохранять свои языки, там, но вот эта вот культура, язык межэтнического общения, да, он самый важный, это надо признать. Значит, вот если как бы вот в 17-18 веке, да, вот эта унификационная политика была достаточно проста, потому что многие аграрное население легко как бы принимали вот такую стратегию. Да? Но вот как только среди вот этих этнических меньшинств появляется интеллигенция, которая пишет альтернативную историю своего народа, башкирского, татарского, там, чеченского, неважно, да, собственно, это как вот зубная паста, которая из тюбика вышла, и обратно ее засунуть очень трудно. Вот с этого времени появляется альтернатива официальному национализму, который можно назвать как локальный национализм, которые, в общем, не хотят, в общем, распределяться, да, и начинают, собственно, защищаться как-то, да. И вот это вот проблема, в которой мы живем, вот эта вот проблема мировая. И вот я думаю, что вот то, что я сейчас описываю, это применимо там и к Испании, где у них есть каталонцы, то есть есть испанский официальный национализм и локальный каталонский, да, это применимо к Квебеку, где в Канаде, это применимо курдам в Турции. И это, конечно, есть проблема в России. Так вот, очень важно, и вот, собственно, когда мы говорим о Башкортии или вообще о башкирском национальном движении, ну вот еще раз, я думаю, что совершенно понятно, это национализм, который действительно пытается, значит, как-то вот государственно защитить, да, свою культуру, соответственно, да, они выбрали стратегию как бы матрешки, то есть внутри России создавать какие-то государственные институты, которые бы защищали их язык, их культуру и так далее. В этом смысле это они как бы тоже работают в рамках этой логики, в рамках этого принципа, да, соблюдения политических и культурных границ. Но вот чем интересен башкор, да, вот я перехожу к этому. Вот на самом деле, как только локальный национализм появляется, он как бы тоже начинает, вот эта эволюция имеет несколько этапов. И вот как бы даже когда появляется локальный национализм, у любого там официального национализма, да, у государства есть еще шансы, в общем, унифицировать, как-то встроить внутрь, да, своего государства, и там не быстро, но через 50, 60, 70 лет, в общем, расколоть эту вот как бы консолидированную общность, да, и альтернативную этническую, и, в общем, так все равно унифицировать. Вот, например, я думаю, что если мы посмотрим финно-угорские народы в России, вот там коми-пермяки, да, вот, в принципе, сегодня, они очень уже, как бы, расколоты, там, язык у них там только в маленьких, не каких-то больших селениях существует, а так, в целом, там, коми-пермяки, там, вообще, другие какие-то народности финно-угорские, в общем, достаточно легко согласны стать, как бы, идентифицировать себя как русские и, в общем,
общем, значит, вот в этом смысле вот, как бы унификационный проект, он как бы в этом смысле работает. Вот на определенном этапе, я думаю, это могло сработать и в плане башкир, и мне кажется, что это даже так работало. Вот теперь я хотел бы перейти к вот сравнению, собственно, Башкор с другими организациями. Вот до Башкорта, как известно, были такие две самые, наверное, важнейшие организации в эволюции. Это Союз башкирской молодежи и Кук-Буре. Вот они были разные, конечно, да, они работали в разных исторических условиях, но я бы их отделил от Башкорт в каком смысле? Вот в той стратегии, и вот я, собственно, подхожу теперь, да, к вопросу о том, в чем как бы причина популярности именно Башкорт. Вот мне кажется, причина в том, что ту стратегию, тот как бы модель как бы национализма, да, то есть Башкорт переосмыслили суть своего национализма, да, и в этом смысле совершили идейную революцию. Какую? Дело в том, что вот до Башкорт все организации, как правило, вот, вели то, что я бы обозначил как такой наступательный национализм. То есть идея была, вот так упрощая немножко, была в том, что, значит, надо вот, башкирскому этносу захватить вот эти современные какие-то институции, современную инфраструктуру. Ну вот с центром в Уфе, как бы, да. То есть вот, действительно в начале 90-х годов, ну, действительно, башкиры не были там вот так мощно представлены во власти, в столице. Уфа, в общем, действительно, ну, в общем, нельзя было сказать, что это башкирский город. Нам сейчас нужно на рекламу прерваться, мы вернемся после небольшой паузы и продолжим. Часов 30 минут. У микрофона Марина Старостина. На эхе краткий выпуск новостей. По делу о разливе топлива в Норильске задержаны руководители ТЭЦ-3, директор предприятия Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его зам Юрий Кузнецов. В Следственном комитете говорят, что в ближайшее время им предъявят обвинение и будет решаться вопрос о заключении под стражу. Вице-президент Норникеля Николай Уткин в интервью Интерфаксу назвал задержание руководителя ТЭЦ неоправданно жесткой мерой. На московский регион приходится менее 25% новых случаев заражения коронавирусом. Это констатирует глава Роспотребнадзора Анна Попова. Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено более 8400 новых случаев заболеваний. Из них около 1200 приходится на столицу. Кремль согласен с мнением секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, что перед голосованием по поправкам в Конституцию Запад пытается расколоть российское общество. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что тому есть много примеров, однако он не видит смысла их перечислять. В интервью в газете «Аргументы и факты» Николай Патрушев заявил, что некоторые страны Запада пытаются навязать выгодные им ценности, в том числе через неправительственные организации. Глава ЦИК Элла Памфилова заверила, что журналисты смогут следить за всеми этапами голосования по поправкам в Конституцию. Ранее некоторые источники сообщали в прессе, что прессе запретят присутствовать при подсчете голосов. О заявлениях руководителя Центра избиркома расскажет Евгений Снегов. Элла Памфилова назвала откровенной ложью сообщение о том, что права журналистов на грядущем голосовании будут ограничены. По словам главы ЦИК, количество СМИ в этот раз будет не меньшим, чем на президентских выборах, и представители прессы смогут присутствовать на всех процедурах, в том числе при подсчете голосов. Ранее интернет-издание «Открытые медиа» сообщало, что из документов ЦИК исключили норму о присутствии журналистов при финальной сверке бюллетеней. Также Памфилова заявила, что ЦИК занимается исключительно информированием граждан о предстоящем голосовании и отвергла обвинения в агитации за поправки. Как сообщает агентство «Интерфакс», глава комиссии пояснила, что в этом случае работает принцип «все, что не запрещено, то разрешено». По словам Памфиловой, в интернете и социальных сетях преобладает агитация против поправок, которая проводится на грани фола, вранья и лжи. Ранее ЦИК удалил с официального сайта голосование мнений артистов, агитировавших голосовать за поправки. Памфилова пояснила, что у сайта будет чисто техническая функция. Госбюро расследований Украины готовит ходатайство о применении меры пресечения к бывшему президенту Петру Порошенко. Он стал подозреваемым еще по одному уголовному делу. Порошенко подозревает в предоставлении заведомо незаконного приказа главе службы внешней разведки, что побудило последнего к превышению служебных полномочий. Следователи утверждают, что
бывший президент и его защитники отказываются с ними общаться. Официальный курс доллара на завтра 68 рублей 62 копейки, евро 77 рублей 92 копейки, в Москве плюс 28 градусов сейчас, ночью обещают плюс 17-19, завтра днем плюс 30-32, местами дождь, возможно, гроза и град. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. Внимание! В аптеках Farmland феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Farmland'ом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 30 июня 2020 года. Подробности в аптеках Farmland. Отвечает Александр Друзь. Купить недвижимость по старым ценам еще можно. Только покупать надо с умом, у надежной компании и на финише строительства. Это жилой комплекс «Умный дом», который возводит строительная компания «Стройфедерация». Жилой комплекс «Умный дом» на Злобина уже построен. Идет отделка качественными материалами импортных брендов: ламинат «Эггер», кондиционеры «Балу», радиаторы «Пурмо», лифты «Отис» с дизайном от студии Porsche. Успей купить последние квартиры по старым ценам. Звони сегодня. 280 10. Застройщик ООО «ИСК Стройфедерация». Проектная декларация на сайте стройфед.ру. По будням с 8 утра слушайте на Эхе Москвы в Уфе и смотрите в социальных сетях «Уфимский разворот». Актуальные новости, интервью и ваши сообщения в прямом эфире. Начинайте день вместе с нами, чтобы быть в курсе событий нашей республики. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Столб. Бағана. Фонарный столб. Яқтыртқыслы бағана. Фонарный столб. Яқтыртқыслы бағана. В Уфе фонарный столб упал на автомобиль. Үфілі яқтыртқыслы бағана автомобильге ауған. В Уфе фонарный столб упал на автомобиль. Үфілі яқтыртқыслы бағана автомобильге ауған. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш». У нас в гостях сегодня политолог Станислав Шкель. Я напомню, что мы в прямом эфире, и вы можете нам свои вопросы присылать. +7 927 304 10 51. И трансляция в Ютубе, в Фейсбуке у нас продолжается. Мы с вами остановились на том, в чем разница между Башкортом, Кукбуре и Союзом башкирской молодежи. Давайте продолжим. Я вот извиняюсь, может, перед слушателями, что вот начал с какой-то такой лекции, может, это скучно, но вот мне как бы важно было это вот терминологически сказать, чтобы я как бы лучше был понимаем, как бы, да. Так вот, теперь переходим к сути вопроса. Почему Башкорт более оказалась успешной вот, в плане массовой мобилизации, популярности, и более того, ей удалось симпатии завоевать и вне башкирского сообщества. Это действительно очень интересно, никому до этого не удавалось сделать. Вот мне кажется, причины вот именно есть разные, да. Конечно, можно сказать, как многие говорят, что просто Башкорт воспользовался новой ситуацией, и действительно какие-то возможности у Башкорта появились, те, которых не было раньше. Ну, например, безусловно, сыграла как бы вот политический фактор. Например, раскол элит среди вот региональных элит. Вот то, что мы наблюдаем, кстати, в Татарстане, да. То есть, когда элита раскалывается, они начинают бороться друг с другом, и им иногда становится важно, выгодно использовать для этого какие-то организации, они начинают тактические альянсы, помогать, там, финансировать. Да, Башкорт оказалась в такой ситуации, вот в 2014 году, действительно, уже, когда пришел Хамитов, элита действительно у нас была расколота, вот реально расколота, она боролась друг с другом, и так или иначе какие-то элитные сегменты, как бы, ну, тут вот я не скажу, как бы использовали друг друга все, да, то есть какие-то элитные сегменты обращались к Башкорт использовал эти элиты, да, то есть смотря тут как посмотреть, и мне кажется, это нормально, да, то есть, ну, вот в целом, да, структура политических возможностей, игра, да, просто вот структура политических возможностей благоприятствовала тому, что у Башкорт были, да, вот такие пространства маневра, да, и, соответственно, их, как бы, никто не был заинтересован их запрещать, их
как бы использовали как инструмент борьбы, ну и сами башкорты от этой ситуации тоже выигрывали, да. То есть это был взаимный, на самом деле, выгодный такие всякие альянсы. Вот. Потом, безусловно, там, когда Хамитов пришел, безусловно, там вот эта риторика, да, о том, что башкир зажимают, она стала звучать как бы более, ну, в общем, резонно, да, то есть и действительно, условно говоря, экономические проблемы там, да, усугублялись за Урале и так далее. Вот этот объективный момент тоже, то есть объективно были, как вот многие говорят, ну, они просто использовали протестный потенциал. Да, наверное, так. Да, наверное, интернет-технологии тоже увеличивают мобилизацию, узнаваемость, то есть вот снижают вот этот порог как бы инвестиций, чтобы тебя узнали через интернет. Ну, это, я думаю, не секрет. Сегодня проще, да, делать какие-то политические карьеры. Этим Навальный хорошо пользуется, ну и все вообще политики, да. Но вот тогда у меня вопрос. Если все эти такие благоприятные условия были, и они были, но действительно ли от лидеров башкорт ничего не зависело? И мой ответ – нет, зависело. Потому что если бы вот все было связано бы только с этими объективными обстоятельствами, тогда вот, условно говоря, организация Кук-Буре, которая там, к 2014 году была все-таки наиболее узнаваемая, почему она не воспользовалась этими возможностями? Да? Почему именно совсем другие люди воспользовались? А Кук-Буре, у которых как бы стартовые позиции были лучше, то есть в 2014 году башкорт никто не знал. И вот они как бы появляются на авансцене и вдруг за 5 лет осуществляет то, что Кук-Буре не мог сделать. Да? Поэтому я думаю, что тут важно и обратить внимание, вот что сделали башкорт. Конечно, вот их основная заслуга в том, что они вот почувствовали, лидеры, я имею в виду башкорт, вот почувствовали новую ситуацию, но мало почувствовать, они вот смогли предложить стратегию, которая оказалась успешной. В чем суть этой стратегии, в чем их отличие? До них, на самом деле, и Союз башкирской молодежи, и Кук-Буре, вот тут опять же хочу подчеркнуть, я вот сейчас, когда говорю в эту разницу, я опять же не говорю плюс или минус. На самом деле, да, условно говоря, если башкорт бы оказались в 90-е, может быть, они также поступали. То есть, да, там была как бы иная ситуация, иные задачи. И вот, но, как бы иногда политики, ведь они, когда начинают решать свои задачи, они не знают, какие как бы долгосрочные последствия будут. И вот на самом деле долгосрочными последствиями стратегии Союза башкирской молодежи Кук-Буре оказался тупик. Что я имею в виду? Основная стратегия была связана с тем, чтобы привлекать, чтобы захватывать властные позиции в Уфе, как бы, да, и вот в этой властной культурной инфраструктуре. И они, на самом деле, очень сильно в этом преуспели, да. То есть, действительно, Уфа за 90-е стал куда более башкирский город, и особенно если говорить вот именно на элитный сегмент, да, то есть вот все позиции стали действительно, ну, как бы баланс изменился в пользу башкир, это действительно многие об этом говорят. Но в чем была проблема тут? Проблема была в том, вот первая проблема в том, что когда вот такая, вот именно это я называю наступательным национализмом, да, когда вот, условно говоря, стратегия ведется на наступление на вот эти властные позиции, это, естественно, отторгнуло, да, то есть создало негативное отношение к башкирскому движению в целом со стороны русских и татар и других национальностей, потому что, ну, в этой стратегии башкиры занимали позиции, конечно, и за их счет. И вот в этом смысле Союз башкирской молодежи или Кук-Буре вот иметь поддержку со стороны других, не башкир, ну, просто не имели никаких шансов вот в силу вот этой стратегии. Но самое интересное другое. Эта стратегия привела к отчуждению со стороны массовых, вот именно в основном сельских, но не столичных, в общем, башкир, потому что, ну, это объективно, как бы любое общество пирамидально, и элитных структур очень мало. То есть на первом этапе они как бы создавали действительно каналы, сети, которые позволяли вот на самом деле там, ну, более-менее, значит, ну, каким-то по своим критериям отбирали башкирам занимать эти позиции. Но основная масса оставалась ни с чем. Более того, она в результате этой политики оказалась вдвойне ущемленной. Во-первых, она продолжала себя считать ущемленной, ну, как бы со стороны там других этносов, как бы, да, то есть они все равно воспринимались, естественно, как другие. Но самое главное, у вот этих людей, которые, так сказать, получили властные позиции, вот эти элитные башкиры, ну, в результате они как бы стали смотреть на остальных немножко свысока. То есть вот пошел раскол, что между вот внутри башкир, да, то есть башкиры рассматривали вот этих успешных башкир как не совсем, может быть, даже башкир. И этому были основания. Вот смотрите, на самом деле, хотя, конечно, свои задачи выполнили, да, и как бы тут, конечно, с точки зрения вот именно башкирского движения, это тоже успех, да, когда вы захватываете властные позиции. Но проблема была в том, что, значит, понимаете, вот обратите внимание,
вот лидеры вот тех движений, вот этих до башкорт, они рассматривали развитие башкир как именно стратегию включения вот именно в инфраструктуру, которая является не башкирской. То есть, вот, условно говоря, через это прошли все. Это вот тоже как бы не такой вот уникальный феномен. То есть, русские тоже, да, вот, чтобы стать как бы современной нацией, они сначала при Петре начали подражать европейцам. И вот у европейцев есть там Версаль, вот у нас будет свой Санкт-Петербург. У европейцев есть Академия наук, мы свою Академию наук сделаем. Вот в 90-е вот это был вот такой подражательный национализм. То есть, для того, чтобы быть современным башкиром, надо быть именно похожим на русского. То есть, вот если у них есть Академия наук, мы Башкирскую Академию наук создадим. Вот у них есть президент, мы президента создадим. То есть, вот на самом деле это было копирование. И, понимаете, на самом деле, хотя действительно, с одной стороны, башкиры в этом смысле, ну, как бы росли, на самом деле, очень узкий сегмент. Но в этом была проблема, потому что как только вы вот вписываетесь в вот эти инфраструктуры, которые как бы не башкирские, вы немножко становитесь уже не башкирами. Вот, конечно, вот этого последствия, наверное, лидеры не ожидали. Но обратите внимание, многие вот лидеры, которые заняли свои позиции, они, в общем, и не знают башкирский язык, кстати, и не видят в этом проблему. Как бы, то есть они как бы защищают башкирский язык, но скорее смотрят на это как на инструмент преференции, который пользовался. Но, например, у многих дети не разговаривают. Ну, в городах, в общем, происходит. Почему это? Вот во многом потому, вот, что башкиры, как только они интегрируются вот в эту не башкирскую, по сути, среду, они, вот, происходит вот то, что, так сказать, вот, для них важно, вот, что это действительно, наверное, прогресс на определенном этапе. Вот для них важно, что мы башкирские интересы защищаем. В чем заключается? В том, что мы теперь с русскими наравне. Мы можем сесть за ними на один стол. Но проблема в том, как мне вот очень интересный антрополог, мой коллега Еска Шмолер из Перми, привет ему, он сказал вот такую аналогию интересную привел. Понимаете, башкиры как бы вот в этой стратегии намеревались сесть за один стол, но стол-то был европейский. И как только вы садитесь за этот стол, ты становишься европейцем. Вы немножко становитесь вот как бы евробашкиром, да, я бы сказал так. Вот на самом деле этот термин тоже не мой. Вот такие же процессы были, например, в Туркменистане. Вот там вот многие, вот элита первоначально в Советском Союзе, она училась в Москве, потом возвращалась. И туркмены обычные, они воспринимали вот эту элиту, которая говорит на русском больше, чем на башкирском, а некоторые и туркменский не знают, туркменский я имею в виду. Вот появился там такой как бы термин евротуркмены, как бы, да, это элитарные такие туркмены. Вот мне кажется, вот, собственно, результатом, не преднамеренно, наверное, да, но результатом вот этой стратегии, этого наступательного национализма, который доминировал в 90-е и вот в начале нулевых, вот оказался вот раскол внутри башкирского сообщества. И, в общем, вот действительно, вот я думаю, что все подтвердят, вот у многих вот именно элитарных, вот так сказать, евробашкир, вот есть они вот как бы они не ощущают этого. Они действительно считают, что для того, чтобы вот башкир был хороший, его надо обязательно вписать в какой-то не башкирский контекст. Вот я не знаю, может, Артур Дзялибаев обидится, да, но вот я когда смотрю, вот этот вот подход, он до сих пор сохранился, когда даже люди ушли из этого движения. Вот он как бы фотографии, как бы проводит вот такой промоушен, да, фолк башкирской культуры, но как он это делает? Он часто вписывает башкирскую вот в этнические компоненты в контекст, допустим, американских индейцев, то есть каких-то других вот не башкирских антуража, да, то есть получается вот логика именно такая, да, чтобы как бы возвысить башкира, ему надо обязательно как бы сказать, что ты как бы вот немножко должен отторгнуть вот эту башкирскую сущность, которая воспринимается как что-то такое необразованное, деревенское, да, и вот ты должен как бы вот вписать себя в какую-то другую Такое контекст. Ощущение, что, знаете, какие-то комплексы. Ну, это нормально, то есть, как вот я говорю, на самом деле это вот все нации прошли через это. Вот для меня феномен башкорта интересен тем, что башкорт разорвал с этой традицией. Вот сейчас я перейду к этому. И вот на самом деле то, что мы видим как бы в лице башкорт, это вот не наша уникальная вещь, это глобальный процесс. На самом деле вот сегодня целая как бы школа есть, да, которая рассматривает вот эти как локальные национализмы в Латинской Америке, в Азии, в Африке возникали. И они вот тоже видят вот такие этапы. То есть сначала вот этот национализм, я просто не хотел, я вот применяю такие скорее публицистические термины, да, там это наступательный, он как бы более понятный. Ученые говорят о этапе колониального национализма, то есть когда, условно говоря, представители этнических меньшинств, для них вот как бы самое главное это вписаться в эту метрополию, да, стать похожим на не на себя даже, а вот немножко себя отвергнуть, но стать более современным, да. И это, я опять говорю, для многих это плюс, то есть действительно многие люди за счет этого сделали карьеру, да, там и так далее. Но вот еще раз, проблема в том, что
основная масса, да, которая оставалась вне столицы, башкир, да, она, в общем, ощущает себя вот в этой ситуации, вот по результатам этого, вдвойне ущемленными, как бы, да. И вот действительно вот этот протест, мне кажется, пошел не только из экономических проблем, а из-за того, что вот национальное движение это зашло в тупик. То есть лидеры национализма вот этих волн, они перестали говорить на башкирском и вообще контактировать, вот, собственно, с башкирским. То есть вместо того, чтобы как-то горизонтально это все развивать, это все пошло, как обычная такая вертикаль власти появилась. Да, очередная. Так вот, совершенно верно, да. И которая, да, и вот смотрите, вот возвращаясь, вот все ученые действительно сегодня, вот это такой тренд, как бы, да, новейший в социальных науках, говорят о том, что сегодня мы наблюдаем по всему миру, как вот этот колониальный национализм встает, ну, то, что они называют постколониальным. И вот, основное отличие состоит в том, что эти уже новые, как бы, да, новое поколение националистов, да, вот локальных националистов, они говорят, а мы не будем садиться за ваш европейский стол. А почему вы считаете, что вот ваше, как бы, да, образование, ваша школа, ваша культура, она как бы лучшая? Да, мы иные, но мы иные и не значит хуже. Поэтому почему бы вам к нам в юрту не присесть, да? Почему бы в седло коня не заскочить вместе с нами и по полям проехаться и пообщаться? И вот мне кажется, вот этот постколониальный, или я называю это экозащитный национализм, вот то, что происходит сегодня по всему миру, вот башкорт это сделал у нас в Башкирии. И это вот очень интересно, да. То есть смотрите, что они делают. Они, значит, ну, во-первых, почему это стало возможно? Потому что произошла смена поколений. То есть это как бы лидеры башкорт во многом из села, они вот очень чувствуют это хорошо. И вот они действительно, вот если посмотреть, как они действуют, они действительно сменили стратегию, для них стало неважно вот эта промышленность, которая стала восприниматься как вред, как бы, да, природе. Им стало неважно занимать эти командные высоты в промышленности, там, в Академии наук. Да, во многом потому, что эти командные высоты уже были заняты. Как только в 90-х там заняли, они все там они так и остались. Да? Но, как бы, вот понимаете, они могли бы ведь стратегию выбрать, критиковать это, да, требовать там обновления и продолжать пытаться занимать эти позиции. Но они полностью революционно перевернули, они посмотрели на село и стали выстраивать местные ячейки, которые, кстати, выстраивались не потому, что они хотели, это тоже был такой стихийный процесс. То есть, понимаете, сначала, вот почему я считаю, что лидеры, очень важна как бы лидерская стратегия, и это было сделано, они почувствовали это и предложили совершенно другой подход. Они стали говорить вот с этими основной массой башкир на их языке. Они стали проводить иины, они стали проводить молодежные фестивали, да, сабантуи и так далее. То есть они не перестали пытаться, значит, вот экспансию проводить из села в город, хотя она объективно идет, но они поставили вопрос иначе. Давайте мы будем делать лучше нашу жизнь вот здесь, не в этих как бы не наших структурах, а вот у нас мы живем здесь, да, вот там в Сибае, там как бы там в Заурале, да. Ну такая классическая история, начни с себя. Да, вот да. Сделай дома хорошо. Да, но здесь вот понимаете, очень важный переворот произошел, потому что они впервые, как бы, и мне кажется, как бы это действительно народ это оценил, они впервые сказали, что да, мы, значит, не хотим этого промышленного завода, и для нас это как бы теперь не ценность, а это скорее какая-то гадость. Да, мы как бы живем, может быть, не очень богато. Да, мы живем как бы, но зато в экологической чистой среде. Да, мы, значит, реанимируем какие-то наши традиции, да, там иины. Мы луковую стрельбу реанимируем. Да, вот мы такие башкиры, и это круто, да, то есть это не показатель того, что мы ниже, и мы не хотим, чтобы, то есть эмансипация башкир стала основываться не на том, что мы должны быть немножко похожи быть русскими, в том смысле, что мы должны там на равных с ними сидеть за одним столом, а в том, что мы иные, и это круто, и мы не собираемся как бы подстраиваться, да, и менять свою идентичность, как бы, да, ну, хотя бы частично, да, и вот почему я считаю это, вот, и, соответственно, смотрите, что этому удалось добиться. Во-первых, вот эта экспансия завершилась. Соответственно, те проблемы, которые стали поднимать башкорт, защита экологии, да, борьба с пьянством, это проблемы, которые вполне себе, ну, как бы, с ними солидаризируются не только башкиры. Соответственно, вот если все-таки Союз башкирской молодежи, там, Кук-Буре, многими русскими татарами воспринимались как какая-то угроза себе, своим, как бы, да, то башкорт тут перестал так восприниматься, потому что, ну, как бы, появилось чувство, что они хотят действительно защитить свой образ жизни. Да, и причем, ну, проблемы экологии, они общие, да, проблемы пьянства, нищеты, безработицы, это общие. Вот эти проблемы стали поднимать башкорт, и
как бы именно вот не пытаясь как бы навязать это каким-то другим этносам, да, вот мне кажется, это очень важно. И вот я считаю, что это очень важный феномен, который, может быть, еще не осмыслен, потому что он, вот, смотрите, вот эта ситуация, да, вот эта тактическая победа, возможно, власти, да, по запрету башкорта, на самом деле это пыль, которая уляжется уже через месяца 2, да, и все забудут этот процесс. А вот эти тренды, вот эти триггеры, которые запущены, да, вот которые вот, понимаете, я думаю, что башкорт скорее, я не скажу, что башкорт создал эти триггеры, башкорт скорее увидел их и предложил вот правильную вовремя повестку, которая сыграла на вот то, что это начало происходить. И скорее башкорт, мне кажется, вот это тот маячок, тот факел, который осветил вот изменения на самом деле национализма, который сегодня вот башкирское сообщество переживает. И мне кажется, очень важно осмыслить это изменение. Я не знаю, да, пока рано говорить о том, насколько этот тренд долгосрочный. Но если он долгосрочный, если это триггер, который трудно остановить объективно, социально, мне кажется, это, в общем, ставит под сомнение возможность вот той политики национальной, которая проводится в России. Я имею в виду, что наша политика, конечно, сегодня видно, что она унифицирующая такая, да? То есть вот не случайно одна из поправок Конституции утверждает государствообразующий народом именно русский народ. Это как бы, мы опять же видим, да, это обычная такая логика национализма официального. То есть просто раньше пытались это как бы скрыть как бы концептом российской нации, но все же понимали, что под российскостью на самом деле имеется в виду русскость, как бы, да? Сейчас вот открыто просто об этом сказали. Ну, вот, я думаю, не стоит перечислять, но вот основные последние шаги власти, там, по отмене языков родных, да, там, и так далее, и так далее, ну, все говорит о том, что, в общем-то, наши власти надеются, там, в ближайшие, там, 50-60 лет, ну, так сказать, объединить регионы, унифицировать так вот, чтобы это все через 50-60 лет с башкирами было примерно то же, как с коми-перемяками, которые вот уже там, значит, по сути, русифицировались. Вот мне кажется, что объективно вот эта стратегия этно-наступательная, которая вот вроде бы как, да, создает угрозу, но на самом деле она как раз в этот унификационный проект вполне вписывалась. То есть если вы переезжаете в город и, условно говоря, вы понимаете, что вы должны работать в этой именно структуре, да, городской русской, то ваши дети уже перестают говорить на башкирском языке, да, и это, вот, условно говоря, урбанизация приводит и к русификации. Вот мне кажется, ну, я как бы пока осторожен в выводах, это надо посмотреть, но мне кажется, что вот то, что мы увидели сейчас, благодаря башкор, да, вот переосмыслению сути башкирскости, да, сути как бы национализма, оно вот этот унификационный проект ставит под сомнение, потому что мне кажется, что вот если как бы вот эта эмансипация произошла, вот эта постколониальная, да, эмансипация, то теперь вот новые волны миграции, которые с востока идут в города, они, в общем, не обязательно будут приводить к потере башкирского языка, то есть вот если как бы теперь башкиры воспринимают свою культуру как равную именно не потому, что они равны русским, а просто потому, что они равны и все, то есть башкирская культура становится самоценной самой по себе, мне кажется, это вот действительно уже внутренний у них появляется триггер сохранения своей культуры, и с одной стороны, это, конечно, хорошая новость для башкир в плане того, что унифицировать их невозможно, но это, может быть, проблема для выстраивания национальной политики, потому что, ну, это означает, что вот этот унификационный проект, который сейчас есть, он не будет работать, скорее он только будет озлоблять и радикализировать вот эту часть башкир, которые теперь абсолютно не готовы вот унифицироваться, да, и поэтому мне кажется, что чем раньше мы это поймем, то есть это, значит, требует изменения, да, делать более гибкую национальную политику и, ну, вот, условно говоря, создавать какие-то более сложные модели, да, сосуществования в рамках единой страны, и мне кажется, что чем раньше мы это поймем, ну, тем лучше, да, потому что вы иначе понимаете, могут что быть... удобнее просто обвинить в экстремизме и закрыть, и запретить, чем что-то менять. У нас время, к сожалению, вышло. Станислав, спасибо вам большое. Я надеюсь, что наши слушатели такое же удовольствие получили, как и я. Спасибо. Станислав Шкель, политолог, был сегодня гостем программы «Персонально ваш». Этот эфир вы можете еще раз пересмотреть на нашем сайте. Хорошего дня и пока. Спасибо вам, до свидания. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио